Для телевизионщика любое крупное событие в республике – дело ответственное, где от него ждут максимум профессионализма. И все равно всегда есть мероприятия, где нужно выложиться по полной, как, например, Олимпиада в Сочи. Поработать на этой международной спортивной площадке почетно для любого телевизионщика, даже для суперзвезд. И среди них работали наши коллеги, режиссеры и операторы телекомпании БСТ. То есть основной вещательный сигнал делали иностранцы. Мы делали национальный сигнал, то есть мы работали с российскими спортсменами больше. Ильдар Абзелилов был одним из тех, кто обеспечивал картинку для российских телезрителей. Основная работа была за пультом, где нужно было следить за десятками мониторов. Сказать, что это ответственное дело, ничего не сказать. Но даже в таких случаях профессионалы находили время поболеть за наших спортсменов. На протяжении всей Олимпиады наши не могли выиграть золото. И в последний день только Александр Левков принес золото в лыжных гонках. И в этот момент, когда он пересек финишную прямую, вся ПТС тряслась просто. Такие моменты, где наши спортсмены выигрывают медали, хочется видеть снова и снова. И именно это обеспечивает нам режиссер повтора. Валерий Габасов тоже работал на Олимпиаде в Сочи и ловил самые яркие моменты, чтобы зрители со всей страны могли увидеть это еще раз. Но, как говорится, на съемках нужно быть готовым ко всему. Произойти может все, что угодно. Один из таких случаев Валерий запомнил на всю жизнь. В горах все ответственное событие, все-таки Олимпиада. И у нас стоял, по-моему, ракетная установка там стояла. Вот, у нас оператор любопытный повернулся, наехал, посмотрел и увидел, что на него тоже в бинокль смотрит и показывает. Все, больше он ничего такого не снимал уже. Что бы делал режиссер без телеоператора? Это его глаза и уши на площадке, и ведь кого попало, на такие серьезные события не допустят. Отбор, как у космонавтов, поехать может только лучший. Им и стал оператор БСТ Вадим Семенов, наследник дела своего деда, который тоже работал на БСТ телеоператором. Мы с дедушкой очень любили спорт, с детства болели за наш Салават Юлаев. Вот. Я с маленьких лет ходил вместе с ним на хоккей, он был за камерой, я сидел на трибунах, болели. Кстати, дедушке Вадима Семенова тоже посчастливилось поработать на Олимпиаде, которая состоялась в Москве в 1980 году. Это событие так повлияло на внука, что он поставил себе цель не просто стать телеоператором, но тоже поехать на Олимпиаду. Все так и произошло. Но только об одном жалеет Вадим. Дедушка не застал его за камерой и не увидел, что внук продолжает семейное дело. Конечно, я всем благодарен своему дедушке, который привил мне любовь к этой профессии, которая для меня не просто профессия, а жизнь. И я стараюсь быть достойным преемником династии Семеновых. Телерадиокомпанию «Башкортостан» можно по праву назвать кузницей мастеров. Здесь вырастают настоящие профессионалы, которые десятилетиями держат планку. И Олимпиада в Сочи и в Москве самое яркое тому доказательство.